Ширвани Костоев родился в 1923 году в селе Галашки Чечено-Ингушской АССР. Этот, без преувеличения, великий человек застал войну в очень молодом возрасте. Его путь в армию начался в 1941 году. Все, кто его знал, отзывались о нем как о мужественном и бесстрашном защитнике Отечества. Делится его внучатый племянник, названный в его честь Ширвани Костоев. Своего героического брата, дедушки, он, к сожалению, не застал. Однако дед и родственники не раз рассказывали ему о жизни и подвигах его ближайшего родственника. Отсюда уехал он служить авиаполк Краснодарский. Там его перенаправили в Приволжско-Сибирский округ. 42-го он уже участвовал. Последний у него вылет был 45-го, 8 мая. 100 боевых вылетов. Был трижды ранен. На Курской дуге он участвовал. В этом сражении он подбил 11 немецких танков, 2 самоходные артиллерийские пушки, в воздушном бою сбил самолет. Ширвани Костоев принимал участие в освобождении Белоруссии, Прибалтики и Восточной Пруссии. В апреле 1945 года в районе Кёнигсберга ему удалось потопить немецкий корабль со 125 солдатами и офицерами противника на борту. За несколько дней до капитуляции Германии он сбил 3-й вражеский самолет. Однако присвоение звания Героя Советского Союза было отклонено без объяснения причин. До этого у него было орден Красной Знамени, орден Красной Звезды, Первой Отечественной, Второй Отечественной войны медали за взятие Берлина, за взятие Кёнигсберга. Такие медали у него до этого были. Несмотря на трудности, Костоев продолжал служить. После войны он занимался летно-испытательной работой в ВВС Прибалтийского военного округа. Однако его жизнь трагически оборвалась 6 августа 1949 года, где, испытывая новый самолет, он потерпел крушение. Его похоронили с почестями в Елгаве, Латвийской ССР. Память о нем передавалась из поколения в поколение. Его семья живет в Праге. Хранят и передают нам его историю его внучатые племянники и племянницы. Да и сами сельчане по сегодняшний день помнят о своем герое. Для меня он был как бы стимул, чтобы пойти в военную службу. Я сам 17,5 лет отслужил военную службу, участник КТО и СВО. Да, поэтому всегда стремился защищать Родину, интересы своей страны, малой, большой Родины. И его подвиг меня вдохновлял, что он был даже трижды ранен, трижды возвращался в строй, до последнего бил врага. Ширвани Костоев внес свой неоценимый вклад в великую победу и светлое будущее нашей отчизны. В честь него в родовом селе Галашки назвали школу, центральную улицу и построили сквер. Его обустройством занимается внучатый племянник, который планирует в нем уместить несколько монументов героям Отечества. Я хаста Ширвани цара кетпябыр. Я хало ламр хало гянр адваш хиды, природный хиды. Так дехла киры из порт артре участие в Галай посвященный бы. Так дехла вся кирбы. Из дикий дивизион посвященного бы. Сантьяшка ла стела хая участника Великой Отечественной войны, ветеранов Вов Тилы, кто СВО герой уйорта выход уйорта герой России. Эти орден боевого мужества и отваги бы. Цана увековечить дедолуш. Да вот яшка берега мостиги цит участником турецкой войны ханач Галашт посвященных угилыш мостиги. Да я шифло что играет Российской Федерации войнах посвященных угилыш. Да я гали 9,5 метров из войны наш посвященных угилыш. Что она قانر حمي قدل تطحوج حمد حماج ليلة بيت حم بيوي حم حاجة музей может здесь чамлыш мостикилус. В 1995 году, спустя десятилетия после его смерти, Ширвани Костоев был удостоен звания Героя Российской Федерации за его мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Его жизнь и подвиги остаются вдохновением для будущих поколений. Жители чтят память о героях, которые отдали свои жизни за нашу свободу и независимость. Адам Гулоев, Молодгрия Хильгов, Магаз 24.